А сейчас. Тоже говорите, меня отправить. Или он должен включить, или тот должен включать. И тот тоже включить. А но против совсем будет ничего не устраивать.
А 10 вперед, у кого места не хватало, кому не хватило. Кто-то сам скинул, место берите. Башкирская республиканская специальная библиотека для слепых функционирует тифлоиздательский отдел. Книга и чтение в жизни незрячих, лишенных зрения, является одним из главных средств социокультурной реабилитации. Реабилитированный человек – это читатель, отличающийся высоким уровнем культуры чтения. Особенностью работы тифлоиздательского отдела является издание книг системой Брайля, доступных для наших незрячих читателей. В тифлоиздательском отделе выпускаются также книги укрупненным шрифтом, с рельефно-графическими рисунками, с рельефно-точечными рисунками, краеведческой тематики. Тифлоиздательский отдел осуществляет выпуск рельефно-точечных изданий, рельефно-графических пособий. Ежегодно выпускается 6 наименований книг краеведческого характера, 3 названия на башкирском, 3 названия на русском, рельефно-точечным шрифтом. Их тираж составляет 15 экземпляров. Также отдел выпускает книги рельефно-точным шрифтом в рамках республиканских государственных программ по запросам читателей. Начиная с 2017 года начали реализацию крупномасштабного краеведческого проекта «Путешествие по городам и районам Башкортостана от А до Я». В рамках проекта издание рельефно-графических пособий краеведческой тематики направленного характера, то есть в пособиях дана информация о конкретной территории края. Пособие содержит укрупненный шрифт для слабовидящих, шрифт Брайля для тотально слепых и рельефные рисунки. Рельефные рисунки для этих пособий готовятся в рамках социального проекта «Трогательный Башкортостан» профессиональными художниками и специалистами графики. Брайлевский принтер печатает текст рельефно-точечным шрифтом. Текст мы обрабатываем в специальной программе ДБТ, потом пускаем на печать. Готовые рисунки мы пропускаем через термопечь, и они приобретают рельефную форму. Башкирская республиканская специальная библиотека для слепых стала лауреатом республиканского конкурса «Лучшие товары Башкортостана-2018» в номинации «Услуги населению» за выпуск рельефно-графических пособий для незрячих, путешествия по городам и районам Башкортостана от А до Я.
Снабжением незрячих пользователей всех подразделений библиотеки необходимой информацией в звуковом формате занимается студия звукозаписи. В студии звукозаписи озвучиваются книги на башкирском и русском языках. Yaşarının kartlarına Karahan yakışığına Başkortistan şul kartılar bir yaprak saklığına. Yaprak Akkayın'dan bir yaprağı nibare, Akkayın'ı büyük resel, şunday yeşil yuvarı. В 2015 году был получен грант президента Российской Федерации на реализацию проекта «Расскажите мне кино». В рамках этого проекта Башкирская республиканская специальная библиотека для слепых занимается созданием тифлокомментариев к фильму. Тифлокомментирование – это лаконичное описание предмета, пространства или действия, которые непонятны слепому без специальных словесных пояснений. В настоящий момент готовы собственные комментарии к 30 фильмам и 5 на башкирском языке. В звукозаписи Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых были озвучены 2 мои книги «Неостровая мама» и «Детство без сказок» на башкирском и русском языках. Первую книгу на башкирском языке читал лично я сам. Еңеусі, бір күнді апайымыздың ұлы имзалы алып қайтты. Мәктепте елі бойынша жарышта 2-ші орын алған екен. Күлхәр сәсәһенің не текілім шасылғанын. Ана менің ұлым еңеусі болған деп кіргеніне де сыққанға білгелі болған. Кім болмағай емейкелі, айылды қойындыға. Мақтан бітерін шіткес, бұланды кейтет дағып өтәліп кетті. Бізде қосаққанды мағай арқанын бұлды үйіп танып. Бұлдай ұмықшы үшін әсәхі имақланып кетті. Бір чол күні намазылар қалаға спорт үйін қатып алды. Республиканская библиотека мы давно дружим. Приходилось с ними выезжать даже за пределами Башкортостана, Свердловской области, интересные мероприятия проводили. И часто приглашают в эту библиотеку и меня самого. Мне всегда интересно встречаться с людьми. И то, что существует такая студия звукозаписи, это очень прекрасно, потому что открывает возможности людям, которые ограничены в зрении. И, несмотря на это, они могут слушать аудиокнигу и познакомиться с произведениями современных писателей. Вы просмотрели видеоролик об издательской деятельности Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых. И продолжением этой темы следующий доклад. Издательская деятельность Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых как аспект формирования фонда адаптированной литературы в специальных форматах на языках коренных народов жителей республики от истоков в будущее. С этой темой нас познакомит Назиля Мазгаровна Давлетханова, заведующая отделом каталогизации и развития фондов нашей библиотеки. Здравствуйте, уважаемые коллеги. В целях обслуживания незрячих жителей Республики Башкортостан в далеких 30-х годах была создана библиотека для слепых. За столько лет библиотека прошла тернистый путь становления. Сотрудники специальной библиотеки для слепых всегда понимали важность издания собственных брайлевских книг на башкирском языке, поскольку центральные специализированные издательства не выпускали книги шрифтом Брайля на башкирском языке. Тогда даже самого понятия башкирский шрифт Брайля не было. К началу 70-х годов над созданием башкирского алфавита шрифтом Брайля начал заниматься наш читатель, незрячий Тухвашин Макарим Хусаинович. Макарим Хусаинович всю жизнь посвятил образованию и обучению незрячих детей. Он удостоен звания «Отличника образования РСФСР». Когда в 1992 году на базе Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых заработал экспериментальный тифлоинформационный отдел, в основу издания книг шрифтом Брайля был положен башкирский шрифт Брайля, созданный Макаримом Хусаиновичем. Первой книгой, изданной на башкирском языке в тифлоиздательском отделе, является «Башкирский алфавит», который был сразу внедрен в учебный процесс Уфимской специальной коррекционной школы-интернат номер 28, где обучаются незрячие дети.
Продвижение адаптированной литературы на специальных носителях, на национальных языках, возрождение национальной культуры, обычаев, традиций, обрядов народов, проживающих в республике, также нашли отражение в издательской деятельности библиотеки для слепых. Изменения представляют для нас нам практически неограниченные возможности. Раньше, в далеких 30-х, 50-х годах, трудно было представить, что библиотека сможет издавать какие-то книги или свои материалы. Жизнь не стоит на месте, и спрос рождает предложение. Начиная с 1992 года библиотека начала издавать книги рельефно-точечным шрифтом. С 2000 года, когда получили комплект оборудования для записи, цифровой записи, библиотека целенаправленно начала заниматься озвучиванием и оцифровкой говорящих книг на специальных носителях. Оцифровка фонда – это перевод устаревших носителей информации на новые, например, катушечные, кассетные или виниловые пластинки уже не используются, их не выпускают, а некоторые записи в них ценные и не имеют аналогов на других носителях. Возможность перевода этих записей на другие, более современные носители информации вносит огромный вклад в сохранение фонда адаптированной литературы для незрячих на национальных языках республики Башкортостан, народов. Специалисты библиотеки для слепых всегда находятся в поисках путей и способов обеспечения доступности информационных ресурсов. Для реализации хорошей идеи всегда необходимы дополнительные средства. Грантовые конкурсы предоставляют такую возможность. Умение получать гранты становится все более популярным и предоставляют библиотекам возможность развития. В 2005 году специалисты библиотеки для слепых выиграли грант в одной из номинаций республиканского конкурса «Лучшая библиотека года» и получили возможность обновления студии звукозаписи, звукозаписывающего оборудования. И создали первую мультиязыковую аудиокнигу, которой стала повесть классика башкирской литературы Мустая Карима «Помилование». Незрячие пользователи могли выбирать, на каком языке им слушать произведения, на башкирском или на русском языке. И когда они переключали один фрагмент с одного языка на другой, то в это время уже звучал аналогичный текст на русском или на башкирском, как они будут переключать. Такая технология позволяет обеспечить свободный доступ незрячих пользователей к памятникам башкирской литературы. Библиотека своими силами пополняет книжный фонд собственными изданиями на языках коренных народов Республики Башкортостан. Это родовые легенды, предания, авторские литературные произведения. Успех указанного направления обеспечивается стараниями высоких профессионалов. Для озвучивания приглашаются авторы произведения, профессиональные дикторы, иногда озвучивают студенты-волонтеры, которые имеют навыки дикторской деятельности. Каждый год совершенствовалась и технология издания книг шрифтом Брайля. На протяжении многих лет, начиная с 1994 года, библиотека для слепых сотрудничала с башкирским издательством «Китаб» имени Зайнаби Ишевой. Такой многолетний тандем позволил сформировать фонд литературы на брайлевских книг на языках на башкирском и русском языках. Произведения таких знаменитых башкирских писателей, как Мустай Карим, Наиль Гайдбаев, Акмулла, Салават Юлаев и многие другие изданы шрифтом Брайля на башкирском языке. Фонд брайлевских книг на башкирском языке для слепых очень богат и в полной мере может удовлетворить все запросы наших незрячих читателей. Это, например, книги «Башкирский алфавит», «Башкирская кухня», «Русско-башкирский», «Башкирско-русский словарь», «Башкирский алфавит», «Башкирские сказки», «Легенды», «Предания». Начиная с 2018 года библиотека для слепых в издательском отделе начала издавать учебные пособия по башкирскому языку по запросу Уфимской специальной коррекционной школы-интернат номер 28. Брайлевские книги, начиная с 2002 года, начали издавать с рельефно-точными рисунками, а с 2011 года начали применять метод перевода изображения в рельефно-графическое изображение. С 2012 года на стенах библиотеки для слепых начали реализовать крупномасштабный краеведческий проект «Башкортостан на кончиках пальцев». Пособие содержит
рельефно-точечный шрифт для тотально слепых, укрепленный шрифт для слабовидящих и рельефные рисунки, чтобы незрячие люди могли представить, что перед ними находится. В эту серию в Башкортостан на кончиках пальцев вошли такие пособия, как «Жемчужина Урала», «Следы во времени», «Экономическая панорама», «Животный мир Башкортостана», «Флора родной республики» и другие. Несколько пособий Башкортостан на кончиках пальцев рассказывают о разных народах республики. Это родники вдохновения и народов разных дружная семья. Здесь представлены сведения о народах, проживающих на территории Республики Башкортостан. Даны сведения о многонациональной республике. Краткая характеристика народных национальных костюмов. Главной особенностью рельефно-графических пособий является рельефный рисунок. В ранних выпусках рисунки изготавливались сотрудниками библиотеки, без специальных знаний, навыков каких-то графических программ. А начиная с 2018 года специальная библиотека для слепых выступила партнером Башкирского государственного педагогического университета имени Акмуллы и Союза дизайнеров Республики Башкортостан, и совместными усилиями выиграли грант фонда президентских грантов, разработка издания тактильных иллюстрированных книг и альбомов на русском и башкирском языках по культуре многонационального Башкортостана для людей с нарушением зрения в рамках проекта «Трогательный Башкортостан». И начиная с 2018 года рельефные рисунки для пособий изготавливают специалисты. Это художники и студенты художественно-графического факультета Педагогического университета имени Акмуллы. Начиная с 2017 года в рамках серии «Башкортостан на кончиках пальцев» начали реализовать другой крупномасштабный проект «Путешествие по городам и районам Башкортостана от А до Я». За выпуск этих пособий в 2018 году мы мы начали издавать наши пособия под логотипом «Лучшие товары Башкортостана». Об этом вы уже услышали в видеоматериале. Одной из задач библиотеки для слепых является создание инвалидов по зрению комфортной среды для получения высшего образования. Информационная поддержка, направленная не на создание для незрячих и слабовидящих студентов привилегированных условий, а на устранение специфических трудностей образовательного процесса, и которые обусловлены недостатком или отсутствием зрения. Для достижения этой цели специальная библиотека для слепых совместно со специалистами Башкирского государственного педагогического университета именно Акмуллы издали шрифтом Брайля на башкирском языке учебно-методическое пособие «Практикум по истории башкирского письма» с использованием рельефно-графических рисунков. В рельефной графике представлены древние башкирские письмена. Одним из составителей пособия является сама же незрячая студентка университета Алина Ахмеджина. Цитирую ее, хочу сказать: «Данный учебный практикум на башкирском языке станет окном в мир высшего учебного образования для незрячих школьников, которые боятся поступать в вузы, где изучают родной башкирский язык. Практикум по истории башкирского письма имеется в фонде Башкирской республиканской библиотеки для слепых, в филиалах Белебея, Белорецкой, Стерлитамаке, в библиотеке Башкирского государственного педагогического университета, и сейчас проходит апробацию в Уфимской специальной коррекционной школе-интернат номер 28. Целью донесения до незрячих людей всей многогранности башкирского языка библиотеки для слепых был создан проект «Урал-Батыр. Башкирский народный эпос в формате, доступный для незрячих людей». Башкирский народный эпос «Урал-Батыр» – это знаковое культурное наследие башкирского народа. Перед библиотекой стояла задача раскрыть данный эпос на всех носителях, которые могут быть полезны для наших незрячих читателей. В рамках проекта книги были изданы шрифтом Брайля в количестве 15 экземпляров в 2 книгах, плюс был представлен альбом с рельефно-графическими рисунками и озвученный вариант, представленный на флеш-карте скриптозащиты, которые наши незрячие читатели могут прослушивать только на тифлофлешплеере. Это защита авторских прав. При подготовке книг помогали партнеры, а именно студенты художественно-графического факультета Башкирского государственного педагогического университета и полиграфический отдел башкирского издательства «Китаб» именно Зайнаб Ешева. У них переплетались книги шрифтом Брайля. Проект стал лауреатом Всероссийской премии «Ключевое слово» Федерального агентства по делам национальности в номинации «Лучший издательский проект».
Технология создания рельефных ресурсов для использования в работе с незрячими в библиотеках для слепых появилась довольно недавно, и для них нужны были методические рекомендации. Российская государственная библиотека для слепых, они составили методические рекомендации. И сейчас я хочу обратить ваше внимание на несколько важных рекомендаций, которые нужны при создании рельефных рисунков для работы с незрячими людьми. Например, надпись к рисунку должна располагаться в непосредственной близости. Интервал между иллюстрацией и надписью должен быть не менее 1 см. Все иллюстрации в основном располагаются в книжной ориентации. Вот пособия, они идут в книжной ориентации. Если в этом пособии есть рисунок, который расположен в альбомной ориентации, то вверху этого листа должна быть информационная строка, и на ней шрифтом Брайля должно быть написано слово «повернуть». И оптимальная ширина линии рисунка составляет от 1 мм до 3 мм. Если оно шире, то уже для восприятия тяжело незрячим. Изображения не должны быть перегружены лишними деталями, так как это затрудняет их чтение. Надписи к рисункам должны выполняться рельефно-точным шрифтом в обычном размере по ГОСТу и всегда должны сопровождать рисунок. Обратите внимание на экран. Сейчас такой маленькую игру проведем. Под номерами 1 и 2 представлены 2 одинаковых рисунка. Скажите, какой является рисунок правильным, а на каком допущена ошибка и какая ошибка? Вторая правильная? Вы думаете, да? А вторая неправильная. Какая ошибка допущена? Шрифт крупный, да. Елена Николаевна, она уже специалист, да, с этой ошибкой уже встречалась. Да. Второй рисунок неправильный, там шрифт Брайля большой для незрячих, нечитаемый. Следующие рисунки, 3, 4. Это пособие, оно в книжной ориентации. Я хотела это показать. Какая здесь ошибка? Какой рисунок правильный, какой нет? 3 правильный, 4 нет, да? Какая ошибка допущена? Да. В 3-м рисунке, рисунок, где представлен в альбомной ориентации, сверху есть информационная строка, рисунок нужно повернуть. Шрифтом Брайля написано. Следующий рисунок. Здесь, как вы считаете, какой правильный, а какой допущена ошибка? 6 правильный. А какая ошибка допущена в 5-й? Да, перегружена. Этот рисунок, в принципе, он для незрячих детей 3 до 6 лет, но в данном варианте оба рисунка являются неправильными, так как не сопровождаются надписью шрифтом Брайля. Все рисунки должны сопровождаться шрифтом Брайля и, соответственно, стихлокомментированием. Вот, спасибо большое за такую игру. Как говорится в народной мудрости, не ошибается только тот, кто ничего не делает. Все представленные рисунки – это варианты рисунков, которые были изготовлены в нашей библиотеке. Но благодаря тесному сотрудничеству читательским коллективом с корректором по Брайлю были вовремя выявлены и устранены. Каждый год на практике мы стараемся все делать рисунки качественнее. Тифлоиздательским отделом библиотеки для слепых издается ежеквартальный журнал «Заман». Журнал выходит в брайлевском, крупнопришрифтовом и аудиовариантах и доступен на сайте www.brsbs.ru. В целом журнал «Заман» освещает культурно-досуговую деятельность библиотеки для слепых и Всероссийского общества слепых. В части 1 статьи 14 «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации» Федерального закона от 24 ноября 1995 года в номере 181 о социальной защите инвалидов Российской Федерации говорится о том, что чтобы все усилия в библиотеках направляли на обеспечение беспрепятственного доступа к информации. К информации не только в текстовом виде, но и иллюстраций, чертежей, диаграмм, а также на национальных языках коренных жителей Республики Башкортостан. Все издательские проекты, реализуемые в стенах библиотеки для слепых, направлены на продвижение знаний, формирование устойчивого интереса и гордости по отношению к национальному языку, фольклорному наследию и традициям башкир и коренных народов Республики Башкортостан.
Башкирская библиотека для слепых с каждым годом вносит в свою издательскую деятельность что-то новое и в будущем будет радовать своих читателей новыми и интересными книгами о земле башкирской. А теперь я хотела бы провести мини-мастер-класс, опять-таки по рельефным рисункам. Я сюда приглашать не буду, я вот по рядам раздам несколько. Я никогда не уже нас профессионал, не буду. Сейчас я объясню. Вот здесь представлен рисунок. Это для незрячих детей от 3 до 6 лет. Сейчас необходимо, как вы думаете, что для них будет лишним в этих рисунках. И что вы считаете лишним, я предлагаю закрасить. Надеюсь, это долго времени не займет. Вот. А те, у кого нету, вы как предлагаете, что здесь лишнее? Вот первый рисунок. Это для детей. Глазки, ножки лишние, да? Ну и червячок, наверное, тоже. Червячок тоже думаете лишний, да? Если ребенок знает, что 5 лет яблоки подвержены этим. Да-да, а если он ставит просто яблоко, из этой головки червяка, тогда помнишь? Да, вы абсолютно правы, да. Если это цветочки, руки, да, их тоже необходимо убрать. Для незрячего ребенка этот рисунок обязательно должен сопровождаться с тифлокомментированием и со специалистами должен работать, с тифлопедагогом, ну или сотрудниками библиотеки. Если в тифлокомментировании к этому рисунку сказано, что яблоко является гнилым, уже плохим, то червяка оставляем. Если же у нас задача представить только яблоко, нам необходимо оставить только круг и веточку с листочком. Остальное мы все должны закрасить. Потому что незрячий ребенок не поймет, что здесь лишние детали не дадут ему полное воображение, да, понять. А второй рисунок морковка. Что здесь считаете лишним? Полоски лишние, да? Да, полоски красим лишние. Еще что? Ботва густая, да, немножко закрашиваем. Что еще считаете здесь лишним для ребенка? Правильно, да. Одна только морковка должна быть, потому что вторая морковка, наложенная на первую, она затруднит все восприятие рисунка. Правильно. Должна быть представлена только одна морковка, без лишних деталей. Молодцы, все усвоили. И когда... Это вот я акцентировала внимание, то, что для детей от 3 до 6 лет. Если взрослый человек, который уже с детства незрячий, он уже понимает, и когда даже было такой случай, мы это проводили с незрячими нашими читателями, взрослый человек, он даже без тифлокомментирования смог понять, что изображены 2 морковки с ботвой. А когда мы ему закрасили одну ботву, он не понял. Поэтому у каждого восприятие индивидуальное. Но вы правильно сказали, что 2 морковки это лишнее. Закрасили, да? Надо красить. Закрасили, просто я хотела еще показать, как у нас работает темная печь. Вы на видеоматериале видели, конечно, но воочию увидеть все равно интереснее запоминается. То закрасили, да? Если этого достаточно. Сейчас я сделаю оригинал, первый, который рисунок. Специальная термопечь. Как вы уже поняли, бумага тоже специальная, рельефообразующая. Вот у нас рисунок какой был гладкий, сейчас он стал рельефный, и для наших читателей незрячих он уже доступен. Можете по рядам пустить, познакомиться. Жень, пока штрих.
Те, кто участвовал, я вам пропущу через термобич, можете к себе их забрать. Пока их не высохнет, к сожалению, я не смогу через термобич пропустить. Спасибо большое за участие в мастер-классе. Надеюсь, это для вас полезная информация. Одной из форм обеспечения беспрепятственного доступа к культурным ценностям слабовидящих и незрячих является кино с тифлокомментариями. Благодаря полученному гранту президента Российской Федерации в 2013 году на реализацию творческого проекта «Расскажите мне кино» библиотека для слепых начали создавать тифлокомментарии к фильму. С 2014 года в реализации этого проекта сделан акцент на краеведческую тематику. Заключить договор с киностудией «Башкортостан», специальная библиотека для слепых начала создавать тифлокомментарии. Были созданы тифлокомментарии к фильмам «Лесная тропка», «Ловец ветра», «13-й раунд», «Визит», «Сын охотника», «Глупый волк», «Ночь лунного затмения», «Долгое-долгое детство» и другие. Причем к фильму «Лесная тропка» и «Настырный Енеш» тифлокомментарии звучат на языке фильма, на башкирском. Последний анимационный фильм «Алдар и Серый волк» вы сегодня посмотрите. В рамках проекта «Трогательный Башкортостан» был создан альбом с рельефными рисунками, сопровождающий просмотр фильма по сюжетам. Спасибо всем большое за внимание и за участие, и приятного просмотра фильма. Министерство культуры Республики Башкортостан, Государственная киностудия Башкортостан представляют. Одним словом, Жилдамон Таганей. Алдар. Алдар в зеленой рубашке, в зеленой тюбетейке, связанная бровь, идет к себе домой. Не успевает зайти домой, как жена отправляет его то за водой, то развесить белье. Не успев сделать все дела, его жена злится и начинает гнаться за своим мужем, бросая в него все, что попадется под руку. Алдар убегает от нее, задевает пасеку, управляет, наступает на грабли, прячется от жены за граблями. Жена бьет его этими граблями, грабли ломаются, Алдар убегает в лес. На экране название мультфильма «Алдар и Серый волк». Алдар в лесу, перед ним волк. Даже бредешный, грустный назад будущего. Эля, баба, старуха замучила, да ты не жить от нее нет. И меня жить только от голода, брюхо пустое, ноет, не знаю, что ей делать. Аля, а давай мы тебя съела. Иди от старухи не спрячешься, и меня ловит голодно не будет. Эля! Волк широко открывает пасть, Алдар смотрит, что там внутри. Долго не думая, волк проглатывает Алдара, что от него остается только лишь его зеленая тюбетейка. Волк потирает тюбетейкой себе рот, Алдар просовывает руку и забирает тюбетейку к себе. Облизываясь, довольный, волк продолжает свой путь. Припрыжку, бредет он по лесу, Алдар просовывает голову. Хорошо. Волк проглатывает его обратно. Вдруг перед волком в землю вонзаются стрелы. Увидев, как трое охотников и собака догоняют его, у волка глаза становятся огромными, он бросается в бегство. Волк застревает между двумя деревьями, ломая деревья, убегает дальше. Между деревьями застрял крупный охотник. Не успевает стрелять в волка. Волк бросается вперед, перепрыгивает овраг, он при помощи тарзана катится вниз со склона горы, забирается на крон дерева, Алдар вылетает из волка, но бежит за волком, хватается за его хвост, они бегут вперед. Другую сказку. Вокруг разноцветные деревья, еле дыша, Алдар и Серый волк смотрят по сторонам. Вдруг на волка набрасывается какая-то нечисть и пытается укусить его. Алдар спасает волка. Но нечисть теперь пытается съесть Алдара. Волк и Алдар вдвоем бьют эту нечисть и убегают.
Нечисть собирает все свои части тела обратно и продолжает гнаться за волком и Алдаром. Нечисть закидывает канат и ловит волка за хвост, тащит назад к себе. Алдар зубами загрызает березку, и они вновь пускаются в бегство. Бегут долго ли, коротко ли, но они уже оказываются в другой сказке. Перед ними трехголовый эльф. Увидев их, эльф бросается за ними. Алдар прячется за камнем. Эльф догоняет волка, наступает ему на хвост, он так сильно рвется вперед, что вылезает из своей шкуры и бежит дальше. От волка остались одни кожи до кости. Тяжело дыша, волк понимает, что остался без своей любимой шкуры. Тут Алдар приносит ему шкуру. Волк незамедлительно хочет надеть шкуру обратно, но у него получается наоборот, задом наперед. Так что теперь его голова там, где раньше был его хвост, а хвост в области головы. Волк, ничего не понимая, обращается к Алдару. Алдар стягивает обратно шкуру и натягивает на него обратно. Не видел, что сильно надел народа. А ты вот видишь, молчит, ничего у нас того не выходит. Короле, я старуха твой оскушаю. И меня хорошо. Нет. Алдар, представив себе свою перезабавную старуху, соглашается. Кадр меняется, старуха Алдара спускается с дерева, в зубах у нее змея. Одним ударом она оглушает змею и кладет свою корзинку. Смотрит по сторонам и идет вперед. Алдар и волк наблюдают за ней, прячась между деревьями. Волк лапами хватается между деревьями, Алдар встает наперед и натягивает волка как рогатку. Волк приземляется прямо в цель и глотает старуху. Довольный волк ложится на бок и нюхает цветочек. Как вдруг старуха внутри него начинает прыгать. Алдар подходит к волку. Старуха, почувствовав Алдара, начинает гнаться за ним прямо внутри волка. Алдар убегает, волк застревает между деревьями, и Алдар решает вытащить свою старуху, тем самым спасти волка. Вдвоем с волком они бросаются в бегство, старуха грозится убить их, бросает в них все, что попадется в руку. Ничего без не получается. Что не делает Бернабеля, все никак. Придется Барарга к волшебнику. Только он нам поможет. Волк с Алдаром направляется к волшебнику. Алдар верхом на волке. Алдар тащит волка за задние лапы, идут под дождем, под палящим солнцем. Алдар тащит обессилевшего волка. Они добираются до волшебника, тот спит на большом камне. Старик с длинной белой бородой в синем колпаке. Бернабеля, не говорите, я знаю, что вам нужно быстрее стать красными, что вас все боялись. Волшебник превращает их в страшных чудовищ, потом превращает их обратно. Знаю, Белян, вы хотите стать умными и разумными. Теперь у них голова становится большой, что они не могут даже поднять головы. Их головы лопаются, словно шарики. Мальчики, хитрые, стать самыми красивыми. Волшебник превращает их в красивых, они в париках и с накрашенными губами. Я не знаю, как меня с моей женой совсем не от него покоя не дадут. А у меня живот болит, ноет насильно. Ну, это просто ты не должна быть большой головой, ты проблема с брюхом, у тебя не ноет. А у твоей жены ледяное сердце. Запрыгнул роли. Подожди, Динка, ты Волшебник чихает на них и ложится спать. какой он мудрый. Ну, теперь заживем по-новому.
Волк, обессилев от голода, падает в землю. Алдар закатывает большой камень в пасть волку. Волк не может подняться обратно. Алдар бежит к волшебнику. Волшебник дарит Алдару тележку на 2 колесах. Сытый и довольный волк лежит на тележке. Перед ними в землю опять вонзаются стрелы, за ними гонятся охотники. Алдар и волк бросаются в бегство. Алдар и волк катятся вниз по горе на тележке, догоняют зайца, который бежал впереди, сажают его в тележку. На пути врезаются в птичье гнездо, на голове у Алдара оказываются птенцы. Тележка натыкается на камень, тележка ломается. На одном колесе они продолжают свой путь вниз. Волк и Алдар оказываются в воде. Алдар выплывает, а волк нет. Алдар ищет волка, но не может найти. Расстроенный Алдар выходит на берег. Алдар направляется к своему дому, запирает дом на замок и поджигает. Старуха в ярости пытается выбраться из дома, но у нее не получается. В ярости она разносит быстро. От ее крика на землю падают врачи, и одежда Алдара улетает. Алдар верхом на козле убегает от своей старухи, прячется от нее в колодце, быстро выбирается из колодца и бежит обратно. Алдар оказывается на дереве, но его старуха, опрокинув дерево, гонится за ним. Алдар задевает пасеку, пчелы начинают гнаться за ним, и бросается в воду. Увидев глубоко под водой волка, он бросается ему на помощь, тянет его за хвост, хочет поднять, но у него не сразу получается. Как только волынь падает из пасти волка, они оба спасаются и выплывают. С одной стороны берега охотники пускают стрелы волка и Алдара, с другой стороны жена Алдара бросает в них камни. Не зная, что делать, Алдар и Серый волк решают плыть в другую сторону. Друзья уплывают в голубую даль. Волк тонет, Алдар спасает его. В обнимку они уплывают дальше. Им светит яркое солнце. Алдар и Серый волк. Автор сценария и режиссер Юльча Рафединов, художник-постановщик, художник-аниматор Диана Пакиславова. Такое яркое выступление было на Назире Мазгаровной, да, еще раз хочется подчеркнуть, у вас во всех ваших библиотеках, уверена на 100%, есть, наверное, наше издание. Вы сейчас еще раз поняли, что мы не для галочки делаем эти издания, да, а для действительно адаптирования информации тщательно по ГОСТам, чтобы любой инвалид по зрению, взяв в руки эту книгу, действительно социализировался. Ну и вот еще одна сторона нашей издательской деятельности – это тифлокомментирование на примере мультфильма «Алдар и Серый волк». Кто-то обратил внимание на качество мультфильма, да, кто-то обратил внимание на юмор. Вот уверена тоже, что обратили внимание на тифлокомментирование.
Наш этот специалист, он отучился недавно. Есть, конечно, помарки, есть неточности, мы учимся совершенствоваться тифлокомментированию. Но сам факт, что теперь дети, инвалиды по зрению, взрослые могут посмотреть мультфильмы, фильмы, кинофильмы, и, конечно же, сейчас вот смогут ходить на спектакли, для нас это огромный прорыв и социокультурная реабилитация для наших инвалидов. Теперь немножко у нас сместится программа по просьбе Елены Николаевны. Слово Елене Николаевне Дорофеевой, кандидату педагогических наук. Она у нас доцент кафедры дизайна по ГПУ имени Акмуллы. Она вам расскажет про опыт реализации нашего совместного проекта «Трогательный Башкортостан». Добрый день. Я, можно, встану вот так, чтобы не было презентацию, да? И буду говорить отсюда. Итак, вот уже сегодня вам несколько раз говорили о том, что, Гульнар Павловна утром рассказывала, да, о том, что совместные проекты осуществляют НКО, то есть некоммерческие организации. Точно так же, вот Назиля Мазгаровна уже... Назиля Мазгаровна уже сказала, что у нас такой опыт совместной работы был. Идея родилась совместной работы именно здесь, в библиотеке. И идеи не всегда падают с неба, а бывает, что для того, чтобы началась совместная работа, обычные наши жизненные какие-то неурядицы дают толчок. В частности, здесь в библиотеке сломался принтер Брайля, он очень дорогой, около 400 тысяч, 500 тысяч стоит. И библиотека предложила, а давайте мы разработаем какой-то грант, чтобы в рамках этого гранта мы и получили принтер, и плюс еще что-то полезное сделали. Вот видите, то есть такие вот жизненные какие-то неурядицы, да, они вылились в такой хороший, интересный проект, и результативный проект. В результате мы по гранту и принтер получили, и вот печь закупили, и бумагу закупили, сделали очень много иллюстраций. Уже, как Назиля Мазгаровна говорила, у нас было 3 здесь партнера. Это некоммерческая организация «Союз дизайнеров», региональное отделение «Союз дизайнеров России» по Республике Башкортостан, библиотека и на базе нашего вуза. Я должна сказать, что работали студенты не только нашего вуза, но и педагогического колледжа нашего вуза, студенты Академии искусств и студенты нефтяного университета, отделения, архитектурное отделение, там тоже художники, да? То есть это такой комплексный получился проект большой. У нас в рамках проекта было 2 цели. Это, во-первых, издание и подготовка иллюстрированных пособий для людей с тяжелым нарушением зрения. И, с другой стороны, хотелось бы постепенно поменять отношение у молодежи вообще к проблеме присутствия в нашей жизни инвалидов. Общаясь со студентами, я не раз слышала, что многие из них даже не задумываются о том, что где-то есть рядом люди, которым нужна их помощь. Просто человек живет, не встречал в своей жизни, и кажется, что таких людей нету и так далее. Да? Поэтому второй важной целью было как раз вовлечение студентов в эту волонтерскую деятельность. И я хотела бы сегодня немножко поподробнее остановиться именно, может быть, на этом аспекте вовлечения в волонтерскую деятельность, поскольку возможно, вы у себя на местах тоже наш опыт как-то примените, да, на какие-то моменты обратить ваше внимание. Значит, если говорить о волонтерской деятельности, то практически везде, да, после прошлого года, после года волонтера, сейчас во всех городах есть отделения волонтерские, в которые можно обращаться и которые с удовольствием будут вам помогать. То есть не только в Уфе, это есть во всех городах. То есть сейчас волонтерству уделяется большое внимание, и поэтому в этом плане я думаю, что вы можете найти там себе помощников. Может быть, не в этом направлении, как художников, но каких-то помощников себе найти для своих проектов. Для студентов волонтерская деятельность тоже важна. То есть они, во-первых, расширяют круг своих знакомств, расширяют свой кругозор. И плюс к этому, их тоже социализация. Вы знаете, что сейчас молодежь, они в гаджетах
сидят, друг с другом не общаются, а волонтерская деятельность дает возможность оторваться от этого и сделать что-то социально значимое, важное, а для детей это тоже очень важно. Ну вот вы пока почитаете, я буду говорить, да, параллельно. При работе над проектом, конечно, не сразу все получалось, да. Для того, чтобы наши студенты подключились в проект, надо было их заинтересовать этим проектом, то есть рассказать о проблеме. Соответственно, да, вся работа с волонтерами начинается, вот так мы его назвали, этот этап, мотивационно-ориентировочный этап. В рамках этого этапа молодежь надо заинтересовать, не только молодежь, сейчас в волонтерской деятельности и есть серебряные волонтеры, да, вы знаете, проходил такой форум у нас здесь в Уфе. То есть людям надо рассказать о проблеме, их заинтересовать, сказать, что вы можете нам помочь и в каком плане вы можете это сделать. Затем, естественно, волонтеров надо обучить, да? То есть что они делать, как они должны делать и так далее. Затем сам процесс деятельности, ну и, конечно, подвести итоги. Ну вот, в частности, сегодня уже упоминали проект «Трогательный Башкортостан». Кроме «Трогательного Башкортостана» у нас было еще несколько проектов, и сейчас мы параллельно реализуем несколько проектов. Ну вот, в частности, работа с библиотекой, тесная работа с библиотекой началась с того, что библиотека попросила нас сделать выставку, вот вы там видели, в коридоре есть выставка, да? И мы туда сделали выставку работ студентов, подобрали такие работы, которые можно не только посмотреть и потрогать. И это была такая интересная работа, интересная выставка. Ну, читателям наша выставка понравилась. Вот с этого, собственно, началось наше плотное сотрудничество с библиотекой. То есть опять более случаев, да, так скажем. Ну, вот здесь вы видите мастер-классы, вот там и выставка. Кроме того, мы реализовали с волонтерами, ну, так как я преподаю на художественно-графическом факультете, делали серию плакатов в поддержку семей, воспитывающих детей с синдромом Дауна, то есть социализация этих детей, да, вот там тоже представлено это. Затем со студентами мы разрабатывали различные пособия для школы-интерната, для слепых, ну, в частности, вот различные игры, форма мостов для слепых детей, да, шахматы специальные для слепых людей, макеты различные. Ну вот я говорила, что мотивационно-ориентировочный модуль. То есть сначала мы студентов заинтересовали, сказали, что вы это можете, это в рамках ваших компетенций, как сейчас говорят, да, то есть вы это можете делать и доброе дело, и в то же время профессию свою получаете. Это тоже очень важно, что как бы пекарь печет пирожки, а сапожник делает сапоги, да. Конечно, хорошо, когда сапожник и поет, и пироги печет, но все-таки хорошо, когда каждый занимается своим делом. Ну и, наверное, у вас где-то рядом есть какие-то учебные заведения, где студенты могли бы, занимаясь своим делом, приносить какую-то пользу, ну, в частности, в социальном направлении. Затем, ну вот, в рамках гранта мы получили такую же печку себе в университет, в наш волонтерский отдел. Почему мы себе ее оставили? Потому что, ну вот вы сегодня убедились, да, не просто так нарисовать иллюстрацию, надо учитывать очень много моментов. А так как специальной литературы, подробно расписывающей, как делаются иллюстрации, какие требования, и библиотека на ощупь идет, и мы как бы пробовали это все делать. И поэтому нам приходилось экспериментировать, нам приходилось что-то пробовать делать, но мы не совсем близко расположены, и поэтому чему-то мы учились там, и результат нашей деятельности. Мы издали такую методичку, в которой описано, да, какие требования предъявляются к рукодельным тактильным изданиям. Ну вот я в плане того, что я преподаю на худграфии, ну и вы, если вы видели картины, да, обычные картины художников, там передний план крупный, задний план мелко. Ну мы так и видим, которые видим, да. И для студентов моих было очень сложно, как это, то, что далеко, как изображать без... Ну, перспективное искажение это называется, да, то, что далеко мелко, оказалось, что для людей слепых мы так изображать не можем, мы не можем накладывать изображения друг на друга, мы не можем подробности там разрисовывать, которые нам хочется, да, которые для нас важны. То есть очень много таких нюансов, которые вот выявились в процессе работы. И поэтому студентов надо было этому научить, и вот мы учились и на печке работать, и обрабатывать эти
изображения отрисовывали. Мы отрисовали достаточно много, но вот в рамках данного проекта было отрисовано альбом музыкальных инструментов, альбом архитектуры, альбом орнаментов народов РБ, вот комикс от мультфильма, который вы сейчас смотрели, вот я его, можно, да, пущу, чтобы полистали. Теперь вы уже поймете, что это за мультфильм такой. И тоже вот, чтобы создать комикс. А это сейчас направление очень модное. Дети с удовольствием рисуют всякие комиксы, да. Опять-таки надо было ключевые моменты выбрать, как изобразить, каким образом, чтобы сохранить и авторство, ну, то есть в мультфильме как образы выглядят, и в то же время, чтобы это было понятно. Ну, например, когда волка мы рисовали, нам пришлось лишнюю шерсть у волка убрать, хотя в мультфильме у него там он такой мохнатенький, да, но вот сегодня вот уже Несля Мазгарна вам об этом говорила, что для слепых людей это не годится. Ну, то есть вот такие нюансы, вот они были учтены при разработке, вот в данном случае, этого комикса. Ну, в том числе мы подключились к проекту библиотеки «Башкортостан на кончиках пальцев от А до Я». Тоже нами было, нашими студентами, отрисовано около 80 иллюстраций. Это гербы и достопримечательности. Вот в этом году мы наконец закончили этот проект, да? Часть в прошлом году, часть вот в этом году. Ну, в общем-то, мы рады, потому что студенты сами изучали достопримечательности Башкортостана, думали, как это выбрать, какую достопримечательность выбрать, да? Как ее отрисовать так, чтобы это было доступно для слепых. То есть для самих студентов это тоже такая большая познавательная работа, профессиональная. Ну вот иллюстрации книги Урал-Батыр, они были, Назиля Мазгарна, когда свое видео показывала, вам вы видели там, да, и мы рады, что мы поучаствовали в этом проекте. Вот видите, он был отмечен, этот проект наш совместный. Это тоже замечательно, что когда я студентам сказала, что представляете, вот эта книга вот с вашими иллюстрациями стала победителем всероссийского конкурса. Вот надо студентов видеть, какие они гордые, да? Потому что для них это тоже важно, что они сделали доброе дело, и это оценено на высоком уровне, да. Ну и вот, то есть вот то, что было сделано нами, да. Ну вот здесь фотографии того, что вот делали мы отчасти. Кроме этого, вот то, что студенты начали работать по проекту «Трогательный Башкортостан», они настолько, им стало это интересно, что они стали выступать со своими проектами. И у нас на факультете сейчас уже часть из них реализована, какие-то реализуются проекты. Ну вот в частности, разработка тактильных детских книг 3-й степени сложности. Ну вы видели, здесь в библиотеке такие тактильные книги есть. Это из текстиля книги, да, текстильные книги. Наш факультет тоже никогда раньше этим не занимался, а здесь студенты захотели это сделать. Книги мы передали в школу-интернат. Ну вот здесь этих книг нет, но там фотография будет. Дальше 2 девочки выступили инициатором. Так как у нас есть предмет макетирования, мы решили, а зачем мы делаем макеты, которые мы потом выбрасываем в мусор просто, да, из картона. Давайте будем делать такие макеты, которые можно трогать. А почему нет? То есть опять-таки мы экспериментально где-то додумали, как эти макеты должны выглядеть, разработали технологию изготовления таких макетов. И начали делать такие макеты. Сейчас у нас уже более 20 макетов архитектуры Уфы. Ну вот в этом году мы заканчиваем разработку, у нас остался только оперный театр недоделанный. В рамках года театра у нас уже сделан русский драматический театр, татарский театр, башкирский театр, молодежный театр, кукольный театр, вот этот Башкортостан, концертный зал Башкортостан, да? Ну вот видите, то есть мы уже провели два мероприятия. Это дети сходили в кукольный театр, а для них пространственная ориентация важна, они потрогали макет, то есть в каком здании они, где что в этом здании расположено. Да? Когда приезжал из Казани в театр НУР, труппа приезжала со спектаклем с тифлокомментарием, опять-таки мы принесли туда макет театра, и у зрителей была возможность посмотреть, как этот театр выглядит, потрогать этот театр, да, то есть составить представление о том, где они расположены, то есть как выглядит этот театр. А вообще, если говорить даже о тех, кто видит, когда мы выставляем свои макеты, даже те, кто видит, они часто удивляются, говорят, а что, так выглядит, да? То есть мы же вот смотрим то, что видим здесь, да, а в макете это все здание.
можно посмотреть со всех сторон. Поэтому вот это направление тоже очень важно. Причем вот это направление прикосновения к Уфе, вот, то есть изготовление макетов, и мы уже начали проводить экскурсии по городу с использованием этих макетов, выиграли грант Росмолодежи 450 тысяч. Мы закупили все материалы. То есть, ну, в основном на материалы, конечно. Чуть-чуть оплатили работу студентам, которые сидели эти макеты делали. То есть проектная деятельность, она реально, на это дают деньги. Вот мы попробовали, оказывается, дают. Просто надо проявлять инициативу. Затем модное дефиле собак-проводников. Когда мы начали работать с библиотекой, мы узнали, что есть клуб собак-проводников, владельцев собак-проводников у нас здесь в Уфе. Мы стали дружить с ними, и ну, вот у слепого с собакой должен быть по законодательству доступ в любую организацию, в любое культурное заведение, кинотеатр, магазин, там, ну, любой театр, да, этот закон, к сожалению, не соблюдается, и, ну, не пускают с собакой. Хотя считается, что слепой с собакой – это единое целое. Да? То есть их нельзя друг от друга отсоединять. Это специально обученные собаки. Ну вот с целью пропаганды этого закона вот мы придумали такое модное дефиле, сшили костюмы для собачек красивые, сделали вот это дефиле. Ну вот здесь вы видите, да, вот экскурсия, вот там тактильная книжка, вот там макет весь, вот собачки наряженные моими студентами. И студентам как нравится, что они делают что-то полезное. Следующий, сейчас реализуется проект «Мир на кончиках пальцев». Это разработка и создание тактильной стены для интерната для слепых ребятишек. Для них очень важны тактильные, да, ощущения. Стена будет посвящена космосу. То есть вот как слепому ребенку про космос рассказать? Как рассказать про космос? Вот мы попытаемся через эту тактильную стену рассказать ребятам про космос. Этот проект пока в разработке у нас. Дальше, краеведческая мастерская вместе. Если мы начинали делать макеты только для Уфы, в этом году, вот с апреля, мы начинаем делать макеты для Стерлитамака уже. То есть мы расширяем границы нашего проекта. И этот проект тоже был поддержан Росмолодежью в рамках 200 тысяч. Вот нам дали на то, чтобы мы опять закупили материалы, ну, могли делать. Ну, потому что мы делаем не из бумаги, не из картона, да, ну, материалы там ПВХ, строительные материалы, клеи очень дорогие и так далее. Поэтому, ну, такое дорогостоящее. Но, тем не менее, вот мы проект подаем, нас поддерживают. Это говорит о том, что это доступно сейчас. Вот уже реализовано тоже несколько студенческих проектов в этом году. Это мы попробовали перевести в рельеф живописное произведение «Подсолнухи» Ван Гога. Да? Попробовали в доступной технике. В прошлом году здесь в Уфе, в музее Нестерова, проходила выставка тактильных картин. Сбербанк, это большой проект Сбербанка, и у них рельеф тактильных картин очень маленький, там буквально около сантиметра рельеф этих картин. И когда мы были на открытии выставки со слепыми, они говорили, ну, вообще-то, на самом деле, плохо понятно, ну, почти ничего не понятно. То есть это картина для слабовидящих, где и потрогать, и посмотреть можно. А как слепым рассказать? То есть рельеф недостаточный. Ну и кроме того, у них там на одну картину потрачен 1 миллион. То есть картины делали за границей, это очень дорого. То есть мы где-то так сделали, а мы сделали из папье-маше. То есть у нас ушло где-то порядка на материалы 10 тысяч, ну, 1 10 000 000, да? Кроме того, наш рельеф, вы здесь, ну, здесь, может, не так видно, но это достаточно высокий рельеф, то есть подсолнухи рельеф. Понятное дело, о живописи слепой человек впечатление не сложит, да? Но о композиции, о том, как элементы в этой композиции расположены, представление получить может. Ну и вот у нас в планах, может быть, мы в библиотеке сделаем презентацию одной картины, или, может, в музее Нестерова сделаем презентацию этой картины, да? Расскажем о художнике. Ну и вот посмотрим, как она будет восприниматься, эта картина. Следующее, мы продолжили, вот дефиле мы делали только для собак одежду. А в этом году мы сделали 3 комплекта одежды для собаки и для хозяина собаки, для слепого. Да? Наши друзья из клуба «Актернак» будут в молодежных играх участвовать в качестве волонтеров там. И вот эти костюмы, в этих костюмах будут там представлять нашу республику. Да?
с росписью там, накидки для собаки и для проводника. И третье, в прошлом году, когда мы проводили экскурсию для слепых людей по исторической части города здесь, да, ну и в частности мы ходили туда к Салавату Юлаеву, потому что, ну как экскурсия по городу без Салавата Юлаева. Когда мы говорили, а сейчас мы пойдем вниз, там парк Ватан, многие слепые говорили, куда мы идем, мы в какую-то яму спускаемся, мы вообще не понимаем, где мы здесь, да. То есть вот пространственной ориентации было, ну, им очень сложно сориентироваться, где фонтан, где Салават Юлаев памятник, где Конгресс-холл, где этот парк Ватан в этой яме. И в этом году мы сделали макет, тактильный макет всего этой части. Ну и уже у нас его несколько человек посмотрели, говорят, о, ну теперь понятно, куда вы нас водили. А когда мы были экскурсионом, говорят, ой, в какую-то яму все мы идем, но когда же мы, наверное, уж совсем спустились, не знаю куда, да? То есть вот это инициатива студентов. То есть это уже не я их заставляла, предлагала, это уже сами студенты, погрузившись в тему, узнав об этой проблеме, узнав о том, что, оказывается, и они могут что-то сделать для решения этой проблемы, сами выходят с инициативой. Я считаю, что это очень важно, что молодежь, ну, меняется отношение к инвалиду вообще в стране, вообще среди молодежи. Это очень важный момент, я считаю. И еще один реализованный проект, это проект, можно сказать, совместный уже с библиотекой. Девочка выступила инициатором. Мы проиллюстрировали книгу Михаила Самарского «Радуга для друга». В этой книге рассказывается о мальчике, который ослеп, и которому на помощь пришла собака, они стали друзьями. Да? Ну, то есть вот дружба с Актернаком нас как бы вот подвигнула к тому, чтобы издать такую вот книжку. Ну, книга, вот в апреле состоится презентация этой книги, и книга будет передана, ну, может быть, в библиотеку, может быть, одна в библиотеку, другая в интернат для слепых детей. Сделано два варианта такой книги. Один вариант цветной для слабовидящих с крупным шрифтом, и другой вариант иллюстрации для тотально слепых, там шрифтом Брайля. Текст коротенький, да, из этой книги, и иллюстрация. Вот я тоже эти книги вам покажу, подпущу, вы можете их полистать, посмотреть. Так, и я завершаю. Ну, собственно, вот как бы о чем я хотела сказать, что если вы будете привлекать кого-то, надо сначала людей заинтересовать, обучить, потом научить это делать, начать что-то делать. И я думаю, что те, кто начнут делать, они уже не остановятся, потому что студенты, вот у меня так, они одни уходят, другие приходят, но они уже слышали, они друг другу рассказывают и проявляют вот такую инициативу. Спасибо за внимание. Николаевна, спасибо вам огромное. Мы, конечно, очень влюблены в вашу работу, но коллеги тоже видят, да, человеческий фактор. Вы можете сказать, ну, конечно, вы же в Уфе живете, конечно, у вас же БГПУ есть, да, но нет, ребята, несмотря на то, что где ты живешь, если ты на благо дела делаешь свою работу, ведешь деятельность, о тебе знают, слышат, к себе тянутся, хотят развивать и развивать. Наша давнишняя мечта познакомиться с фотографом, вот она пошла с того, что о нас узнала Елена Николаевна, потом совместный грант, и сейчас уже вот эту вот катушку, вот это колесо не остановить. Вот видите, они уже самостоятельно делают проекты, которые как будто бы библиотеки не касаются. Но иногда мы приходим к мысли, кто, если не библиотека, будет социально-культурно реабилитировать инвалидов по зрению. Поэтому никогда не думайте, вот это вот не мое, а вот это у меня не получится. Делайте, пусть для одного читателя, начните. Потом обязательно это вырастет в какое-то большое дело, вот как у нас с Еленой Николаевной. Спасибо большое, Елена Николаевна. Сейчас по программе у нас выступления наших липецких коллег. Да, Елена Николаевна, спасибо большое. «Мир через литературу. Пути продвижения адаптированной межнациональной литературы для людей с ограничениями зрения» в Липецкой областной специальной библиотеке для слепых. Перед вами видео выступление будет Марины Владимировны Талыковой. Это заместитель директора этой Липецкой областной библиотеки.
почитателей Липецкой областной специальной библиотеки для слепых наблюдается новый виток интереса к литературе других народов. Первый традиционно связан с советской эпохой, когда на полке можно было увидеть книги как зарубежных авторов, так и писателей бывших советских республик. Но следующая эпоха безвременья принесла нам проблему чтения вообще. И вот мы говорим о том, что межнациональная литература есть, и она востребована. Все началось с вектора развития, которого все мы знаем под названием «воспитание толерантности». Работа в этом направлении принесла плоды в виде межнационального понимания, и это отразилось на чтении литчан. Мероприятия, направленных на гармонизацию межнациональных отношений, в библиотеке проходит достаточно много. Библиотекари с помощью книг знакомят читателей с бытом, прикладным творчеством, праздниками и обрядами других народов. Библиотека является инициатором проведения Дней национальных культур и литературы, который в 2018 году прошел второй раз. Ежегодно готовится выставка «Мы такие разные, но мы разные». В этот день к нам приходят студенты Международного отдела Липецкого государственного университета имени Петра Петровича Семёнова-Тимшанского. Ребята знакомятся с историей и культурой своих стран, читают стихи, исполняют музыкальные зарисовки. В результате таких встреч наши читатели познакомились с такими странами, как Туркменистан, Египет, Ирак, Сенегал и другие. Вследствие этих встреч совместные молодежные программы, концерт «Молодость, любовь и весна», святочные посиделки. В библиотеке традиционно отмечаются Дни славянской письменности и культуры, готовятся тематические мероприятия, организуются выставки. Отпечаток национального своеобразия несут заседания клубов и любительских объединений. Стало уже традицией каждую встречу в литературно-поэтическом клубе «Кредо» посвящать изучению творчества различных поэтов. Мы говорили о творчестве французских поэтов, немецких писателей. Еще одно заседание было посвящено поэтическим хроникам Великой Отечественной войны. Одна из таблиц хроники – творчество Мусульджанина. Многие из наших читателей считают украинскую и белорусскую литературу самыми близкими. Плановое заседание литературно-поэтического клуба «Кредо» прошло под названием «Вечный странник», и посвящено оно было творчеству украинского поэта Тараса Шевченко. Ведущая, руководитель клуба поэт Наталья Демчева смогла увлечь творчеством поэта, подчеркнуть уникальность его судьбы и поэзии. Наталья Михайловна давно занимается творчеством поэта. В 2018 году вышла первая книга ее перевода. Стихи звучали на русском и на украинских языках. Несмотря на разделяющие политические противоречия между Россией и Украиной в последнее время, культура и литература по-прежнему остаются цементирующим фактором единения народа. Липецкая областная специальная библиотека для слепых готовится вторая книга переводов Демчева. Ее дают переводы с украинского, а также с армянского языков. Одна из встреч в литературно-музыкальной гостиной «Радуга» была посвящена творчеству Расула Гамзатова, славных сынов Дагестана. Присутствующие с удовольствием вспоминали и пели песни «Исчезли солнечные дни», «Матери» и, конечно же, давно полюбившиеся многим «Журавли». Поделились своими воспоминаниями из жизни, связанные с песнями дагестанского поэта. В заключение все сошлись в едином мнении, что творчество не имеет границ. Приобщение к чтению, как известно, начинается с детства. Целый ряд мероприятий посвящен творчеству детских писателей. Это беседа «Волшебный сундучок» Шарля Перро, игра путешествия по страницам сказок Саймона Герлёв, вечер-портрет волшебницы Швеции Астрид Линдгрен.
Для повышения у взрослых интереса произведений национальной культуры традиционно появляется множество книжных выставок. «Мой дом, моя Россия», праздники эпохи народов мира, Новый год народов мира и так далее. И все они направлены на укрепление дружбы и взаимопонимания народов, воспитывать толерантное сознание их читателей. Тема национальной культурного своеобразия хорошо представлена в фонде нашей библиотеки. Звукозапись, укрупненный шрифт и шрифт Брайля. Липецкие читатели всегда с интересом читали Золя, Бальзака, Диккенса, Джованьоли, Руставели, сказки народов мира. Не забыты имена Чингиза Айтматова, Юрия Рыхова, Давида Павлутинова. Готовясь к выступлению, я привела небольшой анализ, а что читают наши читатели из межнациональной литературы сейчас. Среди выданных книг я увидела звукозапись произведения польской писательницы Элизы Ожешко «Аргонавты», «Добрая пани», чешской писательницы Бажены Немцовой «Володар», «Лесная нитва», «Соль дороже золота». Только за 2 месяца текущего года были выданы в звукозаписи роман татарского писателя Фатиха Хусни «Тропа пешехода» и книга для чтения по истории Удмуртии Алексея Коробейникова, а также укрупненный вариант повести Николая Золотарева-Зубовского «Искателя алмазов». 26 апреля 2016 года исполнилось 130 лет со дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая. К этой знаменательной дате отдел организационно-методической и библиографической деятельности Республиканской специальной библиотеки слабовидящих Республики Татарстан проводил сетевую акцию «Наш Тукай». Результаты этой акции закреплены на страницах интернета, в соцсети ВКонтакте. Молодежный актив Липецкой библиотеки принимал участие в этом мероприятии. Ребятам было представлено право самим выбрать понравившееся стихотворение. Прозвучали стихи «Лестница», «Беседа» и «О свободе», одно из которых звучит сегодня для вас. Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Наталья Семкина. Я являюсь руководителем молодежного творческого объединения «Клуб выходного дня «Феникс», который представляет Липецкую областную специальную библиотеку для слепых. Я и мои друзья ознакомились с творчеством татарского поэта Габдуллы Тукая. Стихотворения, которые, на наш взгляд, являются самыми актуальными на данный момент, мы сейчас вам зачитаем. «Лестница». Перевод Вероники Пышновой. Стояла лестница в саду, так тяжела и высока, что, вероятно, было в ней ступеней свыше 40. Хотя ступени все нужны, и ни одной нельзя убрать, не хочет верхняя ступень себя с подругой равнять. Я наверху, а вы внизу, так говорит она горда. Вам нижним жалким до меня не дотянуться никогда. Но люди лестницу в саду перевернули, и как на грех. Была ступенька наверху, а стала ниже всех. Стихотворение было написано в 1910 году. Конечно, литература других народов должна быть в каждой специальной библиотеке. Позиционируя себя как центр чтения, библиотека должна активно пропагандировать как русскую, так и литературу на языках народов России. Это имеет и важный социокультурный аспект нашей работы. Двигаясь в этом направлении, мы помогаем читателям развиваться духовно и интеллектуально, получать знания через литературу, видеть мир. И мне кажется, что семинар «Дружба народов», «Дружба литератур», адаптированная межнациональная литература для людей с ограничениями жизнедеятельности, даст новый импульс для продвижения чтения межнациональной литературы среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Спасибо за внимание.
такой интересный опыт, да, но по ролику сразу можно понять, что и там где-то в Липецке наши коллеги думают, как объединить формы работ, как объединить разные народы, как адаптировать литературу. Ну и, конечно, традиционные формы работы, они ничем не отличаются ни от наших и ни от ваших работ. Теперь хочется слово сказать нашим самым-самым древним партнерам. Мы даже не помним, когда мы начали сотрудничать с Бельскими просторами, с Агидель. Это самый первый журнал, который мы начали озвучивать на русском и башкирском языках. И всегда редакции этого журнала, писатели всегда к нам шли навстречу. Мы всегда делали совместные мероприятия, презентации книг, творческие вечера, литературные гостиные. И сейчас перед вами про свою деятельность расскажут очень много регалий у вас, Светлана Рустемовна. Главный редактор журнала «Бельские просторы», прозаик, публицист, поэт, переводчик, член Союза писателей России и Башкортостана, председатель объединения русскоязычных писателей Союза писателей Республики Башкортостан Светлана Рустемовна Чураева. И, Светлана Рустемовна, вы сами коллег наших поэтов, писателей представите. Пожалуйста, вам слово. Спасибо большое. Вот, действительно, кажется, что мы дружили с вами всегда. Вот, журналу в этом году исполняется 20 лет. То есть такой, ну, почти с прошлого века, наверное, получается наша дружба. Но сейчас я сижу и понимаю, что мы очень редко встречаемся, что надо гораздо чаще. И я вот часто хожу мимо вашей библиотеки, и теперь я очень раскаиваюсь, что хожу мимо. Надо заходить чаще сюда. Здесь действительно у вас очень здорово. Журнал «Бельские просторы» наверняка знаком многим. Здесь наши друзья, я даже некоторые лица прям вот узнаю, потому что журнал же у нас это не просто сумма страниц, там сколько-то прозы, поэзии, публицистики, краеведения, там раз в месяц выпускающийся. Сейчас недостаточно просто напечатать и написать хорошее произведение. Сейчас нам очень важно находить да, близких по крови, близких по духу, тех, кто стремится жить так же, вот, как и мы, то есть делать мир вокруг себя немножко интереснее, немножко ярче, потому что когда сталкиваешься с людьми, которые говорят: ой, там, вот если бы я там был в Москве, я бы тоже был знаменит, как там какое-нибудь имя называется. Если бы я был в Нью-Йорке, меня бы давно поставили в Голливуде. Там, а если бы я там, не рос в какой-то маленькой деревушке, вот, хорошо там, где мы есть, говорим мы всегда. Вот, когда вокруг себя делаешь мир чище, интереснее, ярче, то тебе в нем самому хорошо жить. Вот, мы очень спорим с одним нашим другом, который все хочет уехать куда-то там, в Амстердам, там очень все классно, там такая культура, там общество уже очень цивилизованное. Я говорю: ну, там для тебя уже что-то приготовили, сделали, давай здесь, вот у нас. И для меня очень важен пример, который как-то привел Борис Акунин в своем блоге. Он говорит: я сейчас еду на фестиваль, я никак не могла вспомнить городок, который он назвал. В Великобритании был, у них тоже вообще по всему миру, как у нас, есть моногорода, которые вымирают. Вот фабрика перестала работать, все, и там жизнь замирает. И был такой, есть такой городок в Великобритании, абсолютнейшее какое-то захолустье, где очень, там, ну, где-то примерно 100 тысяч населения, даже меньше. Завод встал, может быть, по-моему, шахты угольные были, по-моему, это шахтерский город. Все, работы нет, абсолютно депрессивный населенный пункт оказался. И там был библиотекарь, один библиотекарь просто средних вот лет, наших в основном, вот здесь присутствующих, который стал делать фестиваль, книжный фестиваль, и в итоге его книжный фестиваль стал настолько знаменитым, настолько популярным, что на него приезжают около 200 тысяч просто участников ежегодно. То есть в самом этом городишке меньше 100 тысяч населения, а 200 тысяч людей приезжают просто вот в этот город ежегодно. И Акунину сказал издатель его зарубежный, сказал, что... Он говорит: а что за город? Я знаю. Он говорит: нет, это один из самых ярких международных фестивалей, ты там абсолютно должен быть. То есть по контракту писатели должны отрабатывать вот как-то еще с читателями, с людьми. Он говорит: обязательно туда надо ехать. И вот Акунин как раз удивился, что надо же, то есть из работы простого библиотекаря вырос вот целый большой фестиваль,
который меняет жизнь людей. Действительно, фестиваль – это всегда встречи. Вот, я знаю, что здесь уже народ устал, поэтому я не буду прям вот долго-долго говорить. У меня единственное, я сказала слово «фестиваль», я не могу сразу остановиться, потому что мы, вот журнал «Бельские просторы» и Союз писателей России, сектором которого я являюсь, и Союз писателей Башкортостана, где тоже работаю, проводят очень много проектов, нацеленных там, на детей пишущих, на студентов пишущих, на молодежь и вообще на широкую общественность. И огромное количество проектов. Если вы что-то у себя пытаетесь сделать, пожалуйста, свяжитесь вот с нами, чтобы просто быть вместе. Потому что вместе можно сделать очень много. Например, если при какой-то библиотеке есть литобъединение, школьное литобъединение, молодежное литобъединение, вот в этом году в мае с 15 по 20 мая будет идти большой фестиваль. Мы приглашаем, будет фестиваль школьных лито. Прямо вот программу еще не буду озвучивать, потому что тогда надо был бы экран и прям листать фотографии, что был у нас уже 7-й фестиваль в этом году, поэтому там очень много яркого. Вот, приезжает Лев Григорьевич Яковлев, это ведущий лаборатории по работе с одаренными детьми при Московской библиотеке имени Гайдара и председатель клуба детских писателей. В прошлом году у нас клуб чтения детской «Синяя птица» из Белорецка. Его сказал, а можно нам его к нам? Я говорю, конечно. Он легкий на подъем, то есть вот он выступал в Уфе, библиотекари сказали, мы хотим к нашим детям. Он поехал, детский писатель, выступил. То есть если у вас есть какие-то интересы, мы делимся яркими людьми. Вот, мы приглашаем к себе на интересные очень штуки. Это не мероприятие, это именно события, на самые разные встречи. Вот, любому, кто хочет сделать вот жизнь вокруг себя ярче, мы вот готовы сразу вот в компанию и помогать, и всячески вот, способствовать. А сегодня я с 2 друзьями, вот сегодня день поэзии, день, когда мы вспоминаем, что мир зарифмован, что все рифмуется, что сердца в какой-то момент начинают биться в унисон, что, да, действительно, день поэзии, люди захлопали, ура! Я вот думаю, начать сразу читать стихи, наверное, не буду сегодня читать стихи, во-первых, я представлю, вот у меня сегодня мой коллега, прозаик, Игорь Александрович Фролов. Это очень большой писатель, которого охотно печатают в Москве, и очень большое количество читателей и почитателей. Вот, яркая, интереснейшая личность. Но вот я не могла сегодня не взять с собой Игоря. Я сразу просто представлю вас двоих, потому что... Ну, так ты иди сюда ближе, пока я скажу, что вот Игорь Александрович еще и герой, вот, награжден орденами, да, с ветеран афганской войны. Здесь, в этой библиотеке, говорит, как я могу не пойти с тобой в библиотеку, если я слепой? Просто Игорь действительно пишет на слух, очень активно. Я скажу, ладно, про тебя просто, я горжусь. Вот, а то все там, милиция. Есть же Фролов. Да. Вот, в общем, ты выступит сейчас Игорь Александрович Фролов, а потом просто сразу ты пока пристанешь. У нас есть еще большой поэт, в общем, день поэзии все-таки. Вот, очень всегда приятно выступать, нет, очень большой поэт. Владимир Кузнецов, вот мой коллега, который скажет о себе стихами. Вот, ну, очень большую тоже ведет работу, потому что наш город стал, и вообще наш мир стал ярче, интереснее. Лауреат очень многих серьезных фестивалей. Самый важный, как смех, я боюсь просто перебрать. Русский смех. Всероссийский фестиваль «Русский смех», да. Вот. И у Игоря очень много регалий, и у Владимира очень много регалий. Мы просто не будем здесь перечислять, мне кажется, надо просто пообщаться. Я поэтому сейчас передам слово Игорю Александровичу Фролову, а потом перед вами выступит Владимир Кузнецов. А вас с Днем поэзии, и просто хочу сказать, что всегда все доброе, всегда взаимно. Если мы кого-то любим, никогда нельзя так ладоши хлопать одной рукой, всегда 2 нужно. Я желаю вам взаимности во всем хорошем, что у вас есть. Спасибо вам огромное. Я просто еще хочу, Светлана нас представляла, и как-то она забыла сказать, или ты не забыла сказать о том, что это фестиваль, корифеи и так далее. Ничего этого не говорила, потому что есть большой проект «Корифеи», который вот главная заслуга в этом проекте, это, конечно, Светланы Чураевой. И я думаю, если вы это наберете или войдете в группу «Бельских просторов «Корифеи» ВКонтакте, то вы об этом узнаете, потому что я думаю, что с библиотекарями нам работать сам Бог велел, судя по
кому как. Сейчас я скажу, почему сам Бог велел. На самом деле, действительно, я-то сегодня не должен был быть, занимать ваше время, потому что Владимир Кузьмичев мог не прийти. И я говорю, если он не придет, то я приду, ну, как бы, чтобы мы были вдвоем. Вот они вдвоем пришли, еще мне не сказали, что не надо ходить. Я вот сюда взял, пришел. Я только что был в школе у кадетов, они меня позвали на День науки, но они кадеты, они уже дети военные. И решили, чтобы я перед ними выступил. И я как раз вот сюда прибежал. А насчет того, что действительно библиотека для слепых, я все время мечтаю сюда ходить и встречаться с читателями. Потому что я, как Павел Корчек, я один из редких писателей, я инвалид первой группы по зрению. Ну, не всегда им было, естественно. Это было уже после Афганистана, так потихонечку, и дошел даже до такой. Ну и сейчас я пишу действительно на слух, у меня есть программа, которая озвучивает и клавиатуру, и тексты, которые я копирую туда, я начитаю. Поэтому сейчас время прекрасное для Павла Корчагина, да, можно спокойно работать и писать. И поэтому я думаю, что у меня есть много идей, которые я могу предложить, например, для реализации, для попыток реализации по социализации людей с ограниченными, так сказать, способностями и по зрению в том числе. А чтобы не занимать ваше внимание, я просто хочу рассказать случай как раз из своей практики, когда я лежал много раз у Молдашева в центре здесь местном. Как-то первый раз, когда я туда пришел, я подошел к двери, и там, значит, стоит какая-то вот такая скульптура возле двери, прямо возле самой. Такая интересная, какое-то животное непонятное, ну, скульптура. И у нее на спине, я вот нащупал, что на спине пятерня такая, выдавленная как в стекле. Я думаю, интересно как. Наверное, это пятерня для того, чтобы набираться здоровья, потому что Лера Смолдашев же он эзотерик, он постоянно путешествует, там, в Тибет или еще куда-то, ну, наверное, есть свои, думаю, какие-то... Я вложил эту пятерню, вообще-то левая пятерня, и начал набираться оттуда здоровья. Я набирался, потом, значит, на следующий день я пришел тоже, потом я уже лег на операцию, потом еще, и только потом я как-то узнал, что там стоял козел отпущения. Люди туда грехи сливались. А я это все высосал оттуда. Но с тех пор я начал писать лучше. Вот в чем вопрос. И тогда я понял, что, конечно, писатель должен, ну, как бы пасть ниже низкого и подняться выше высокого, для того, чтобы вообще-то объять вот все этические, да, границы. И вот я думаю, что грехов-то я нашел, где набраться, а где набраться высокого. И тогда я подумал как раз о библиотеках, и в частности о таких библиотеках, где в первую очередь библиотеки для детей, и во вторую очередь, ну и одинаково, это библиотеки для людей с ограниченными возможностями по зрению, имеется в виду. Потому что именно здесь, именно вы, библиотекари, работники библиотеки, я считаю, это люди героические, люди, которые показывают нам вот как раз ту высшую степень человеческого альтруизма, любви к людям. Поэтому я считаю, что библиотеки не умрут, несмотря на наше сложное время, на наше время интернетное, потому что я-то вообще пессимист такой, я думаю, что литература, она родилась из потребности человека передавать информацию, но поскольку на дальнее расстояние информацию передавать не умели без кодирования, да, и вот научились кодировать ее знаками на бумаге. А теперь вот у нас время, когда мы можем просто разговаривать и тут же передавать свой разговор, даже видеокартинку. То есть как бы у человечества наступила эра, когда он может отказаться от литературы, но он не отказывается все равно. И вот ваша как раз задача литературу эту сохранить и продолжать ее, эти угольки раздувать, чтобы постоянно костер нас согревал. Поэтому спасибо вам огромное. Будем работать. Добрый день. Не, руки не выбрать. Здравствуйте. Вот не смотрите на то, что я в черном. Это вот Игорь сказал, что я сегодня мог не прийти. Дело в том, что я еще параллельно писательской деятельности в данное время снимаюсь в кино. Вот так вот. И этот наряд, он просто по сценарию должен быть. Это никакой не траур и не прочее.
прочее, что можно было бы подумать. А вот как меня уже представили, я поэт, Светлана уже начала представлять нас. И хотел бы, ничего бы не грузить вас. У вас сегодня и так много информации, которая вам уже за время этого мероприятия пришлось услышать. Я просто прочитаю вам что-то из своего творчества. Начну я с серьезного стихотворения, которое называется «Родина». Ведь сегодня день поэзии, и мы живем все в нашей стране, которую все стараемся сделать лучше. А что лучше, если мы делаем это все для Родины? Потому что это Родина. С монологом в пустоту вся дорога мною пройдена. Ей душе не вмоготу. Мне до Бога докричаться бы, достучаться до небес и поклон отбить участливо, прижимая к сердцу крест. Под незримой сенью ангелов, где сам черт тебе не брат, сажу брежу вымыть набело, пальцы в кровь разбив 100 крат. Где удел с бедой венчания, где у неба нету дна, ровня золоту молчания, и судьба на всех одна. Где покоя ищут вечного разъяренные умы, где скупа, а где доверчива, да с зароком от тюрьмы, где велика, где юродива, в раны сыплющая соль, потому что это Родина, рай, отчизна и юдоль. Спасибо. Почему я начал с серьезного стихотворения? Это как раз оттенить грань моего основного творчества. Вы поймете, чем я занимаюсь на самом деле большую часть своего времени. Далеко не надо ходить. Сегодня Даниил Хармс известен многим. Правда ведь? Знаете такого? Его сейчас часто цитируют, его детишкам преподают. Когда я ознакомился с его творчеством впервые, ведь не секрет, что читая что-то вот такое интересное, человек заряжается этой энергетикой, и она влияет на его творчество. И вот, начитавшись Хармса, у меня получилось стихотворение, которое я ему и посвятил. «Кружок любителей квадратов». Даниилу Хармсу. Кружок любителей квадратов возник не сразу и не вдруг. Квадратов много в нем набрато. На всех был общим только круг. В кругу не раз велись дебаты. Вопрос, казалось бы, простой. Но круг делился на квадраты и на сегменты хорд с дугой. Квадраты тут же разбирались. И счастлив тот, кто взять успел, а остальных хватала зависть. Раз нет квадрата, нет и дел. Из дуг квадрата не построить, всем это ясно, вдруг вокруг. А может быть, нам сделать стоит, вдруг буркнул кто-то, новый круг. Земля причудами богата, с тех пор без злобы делят кров, квадрат любителей квадратов с кружком любителей кружков. И не дай бог с другой фигурой зайти к ним в гости, то с трудом сбежишь оттуда с целой шкурой. Квадратом взгреют и кружком. Это была такая попыточка пошутить. Очень сложно писать юмор. Для того, чтобы это выстреливало, это действительно нужно обладать какими-то какой-то энергетикой такой, которая действительно позволяет раскрываться в этом плане. А еще труднее писать детское. Я не детский писатель, но иногда, изредка какие-то такие вещички получаются. И вот одно из них – это стихотворение «Черно-белое». Когда я его отправил в один из российских детских журналов,
Ну, тут же пришел вот буквально... Обычно ты отправляешь, и где-нибудь дня через 2 в лучшем случае, а бывает и через недельку, или еще через сколько приходит ответ, что ваш материал либо принят, либо еще что-нибудь как-нибудь отвечает. А здесь буквально в тот же день ответили, сказали, сразу ставим номер. Вот. Стихотворение черно-белое. К фотографу на днях зашел пингвин. Такой с собой весь важный господин. Он попросил, мой, сделайте портрет. Цветной, спросил фотограф. Что вы? Нет. Фотограф был изрядно удивлен. Он говорил, цветной есть даже слон. Вот в цвете лев, мартышка, воробей. Ведь в цвете все намного веселей. Пингвин сказал, цветное – это бред. Я черно-белый требую портрет. Фотограф сделал, как просил пингвин. В конце концов, пингвин такой один. Но, проводив, присвистнул. Вот дела. Там зебра, в свою очередь, ждала. Спасибо. Ну вот, а теперь я потихонечку все-таки перехожу к тому творчеству, которому я посвящаю основное свое время. А для того, чтобы плавно вести, вот так вот не сразу, не так вот лопатой так вот погреть, а будем заход такой делать издалека. Уровень интеллекта. Для заострения ума и повышения интеллекта купил весьма незадарма микстуру умного эффекта. Представил, выпью всю до дна. В своих глазах же стану выше. И будет истина видна, и голос разума мне слышен. Я покорю седой Парнас, оставлю след навек в искусстве, а все прочтут, впадут в экстаз и захлебнутся в этом чувстве. Внесу в науку целый вклад, и мне вручат десятки премий, присвоят множество наград, напишут в прессе, что я гений, а я не буду отрицать. Зачем скрывать мискуру таланта, когда сама фортуна, мать, не может сын быть дилетантом? Пришел с покупкой домой. И так, и сяк вертел обновку. Но ум, видать, удел не мой. Не смог открыть я упаковку. Спасибо. Мы живем на границе Европы и Азии. То есть Восток для Башкортостана – это родная тема, а восточная поэзия, как одна из известных ее форм, это есть рубаи, правда? Вот у меня есть небольшой цикл рубаи, которые я назвал просветленными. А почему? Для того, чтобы чего-то достичь в этом мире, нужно сначала просветлеть, правда? Вот. Просветленные рубаи. Дочку в школу и день собирали, и ночь. В первый раз, в первый класс. Все старались помочь. Вот и первый звонок. К просветлению дорога. По деньгам, словно замуж мы выдали дочь. Знакомая, да, ситуация? Чувствуется. Хорошо. Потерялся в лесу и устал. Но медведь мне помог в один миг в темноте просветлеть. Кинул камнем в него, и пропала усталость. И совсем уж фигня 8 верст одолеть. Я просветлел, вдруг осознав, что, ё-моё, сознание определяет бытие. Когда ты хочешь, чтобы удвоилась зарплата, придя домой, клади в зеркало ее. Ага, тоже знакомая ситуация, да? А если 2 зеркала поставить, такая кучка получится. Хорошо. Воровал Карл у Клары
кораллы. В ответ Клара тоже украла. У Карла. Клар нет. А затем, просветлев, и Тромбову, и Волторну. И теперь Карл у Клары негромкий сосед. Ну вот мы так вот плавно переходили и наконец-то пришли. Вот сейчас уже будет лопата и все остальные инструменты, которые могут подвернуться под руку. Хотел бы начать эту часть повествования с оптимистического стихотворения, которое называется «Когда ты умер». Когда ты умер, то не страшно. Ошеломительный покой. Лежишь такой весь бесшабашный, и ни ногою, ни рукой. Страшнее, если ненароком на помощь врач решит прийти. Дефибриллятор жахнет током и на работу к 9. Спасибо. Значит, мы продолжаем. Про бардов. Знакомая тема? Знаете, кто такие? Люди такие суровые, небритые, с гитарами, у костра, в лесу. Медведи их боятся, а не наоборот. Бардов выгнали в Треши из гостиницы с утра. Не за то, что громко пели, а за то, что у костра. Спасибо. Многие ли из вас живут в многоэтажных домах, в подъездах? Все. Замечательно. Тогда вы все абсолютно должны знать такой феномен, когда ты выходишь из подъезда, сидят на скамеечке бабульки и награждают ценными эпитетами каждого входящего и выходящего, и про себя можно много узнать нового и интересного. Вот. Стихотворение, которое так и называется «Сидят бабульки у подъезда». Сидят бабульки у подъезда. И как-то тихо. Вроде пусть, но мысли странные полезли. А может быть, проверить пульс? Так, это вот уже такой скромный смешок. Друзья, черный юмор, он имеет право жить. Поэтому, если что-то вы услышите, это все нормально. Это даже печатается в литературной газете, в журнале «Бельские просторы» и прочих уважаемых изданиях. Муж храпит, не сильный ужас. Храп пройдет наверняка. Просто голову у мужа поверните до щелчка. Ну так, в дамском обществе вообще актуально. Любовь до гроба. Я каратистка, муж боксер. У нас в семье любовь до гроба. Живем практически без ссор. Все почему? Боимся оба. Про кота ученого. Идет налево, песни заводит. Направо сказку говорит. Не думайте, не кот ученый. Женатый просто паразит. Про походы. Мне без компаса в походе не грозит прийти каюк. Знаю точно, что в природе елки север, пальмы, юг. А это вот как раз библиотечная такая тематика.
смотришь в книгу, называется. Я смотрю, не веря в книгу. Вижу в книге только фигу. Всю протряс до листика. Нет заначки. Мистика. А жизнь сурова. Жизнь изначально не в меру сурова. Истину видно в примере избыта. Если нашел ты на счастье подкову, стало быть, кто-то откинул копыта. Про таксиста и цыгана. Таксист подвез себе на горе семью цыган. И хоть убей, он после этого в моторе не досчитался лошадей. Про суицид с нагрузкой. Мост. Я пустить собрался бульки. Уже прощальный бросил взгляд. Вдруг «Стой, милок!» — кричит бабулька. Вот, прихвати с собой котят. Я подсказал, да. Про сюрприз. Сюрприз. Пока хозяйка спит, оставил котик в тапке папки. Кот четко знает, паразит. Раньше встал, того и шапки. Цена победы. Когда жена уйдет к соседу, без грусти ей гляди во след. И ты одержишь вновь победу. Ведь это ты теперь сосед. Вот я слышал, что сегодняшнее мероприятие вы приехали со всех уголков Башкирии. Так? А в Уфе часто бываете? А микрорайоны Уфы на слуху? Ага. Ну ладно. Про безысходность. Кстати, стихотворение, я обычно пишу стихотворение один, но вот это стихотворение, оно, наверное, ну совсем, оно, наверное, одно единственное, которое написано в соавторстве. И вот вроде бы четверостишие, такой маленький формат, описался на больше 100 лет. Да-да. Ночь. Улица. Фонарь. Аптека. Дай закурить. 3 человека. Фонарь под глазом. Марганцовка. Все как обычно. Черниковка. Про ролевые игры. Вот мы живем, мы взрослеем, а нам иногда перестает хватать чего-то обычного и хочется чего-нибудь необычного. А вот когда такие желания возникают и такие стихотворения. «Хочу владычицей морскою», старуха молвила. Но нет, то стриптизершей из плейбоя, то медсестрой наряды пьет. Ну, а вот это стихотворение, оно как бы навеяно не просто так. Это вот жизнь, оно... Ой, про лишний вес. Когда твой вес такой, что нету мочи, то поневоле предаешься аналитике. Что тянет к холодильнику средь ночи? И понимаешь, что, скорее всего, магнитики. Черный пояс. Когда ей дали черный пояс в карате, она всего одним простым движением глаза в лоток сумела приучить ходить КТ, а мужа поднимать сиденье унитаза. Все так смотрят, да, это работает, действительно. Умчи меня, олень.
Вот мы же все, в общем-то, ну или большинство из нас из Советского Союза родом. Мы ведь родились совсем в другой стране. Стихотворение, которое называется «Умчи меня, олень». Все слова имеют силу воплощения. Лет 30 так назад, когда я песню пел, «Умчи меня, олень, в свою страну оленью». Простите, люди, я ж не этого хотел. Мой вклад, еще один подход, еще одна грань, на взгляд на наших русских женщин. Стихотворение, которое называется «Не наша баба». Сгорело раньше все, дотла. Мустанг умчался как ракета. А что же баба? Не смогла. Не из России баба эта. Спасибо. Вот это стихотворение, которое сейчас прочту, оно обычно вот, хорошо воспринимается там, где сидят умные, интеллигентные и образованные люди. Из жизни художника. К Петрову Водкину ни разу не приходил ни черт, ни змей. Он, если пил ее заразу, то аж до красных, до коней. Про подлинник Ван Дейка. Покупая подлинник Ван Дейка в полутемных недрах перехода, на вопрос, а точно не подделка? Был ответ: гарантия 3 года. Про скрытый смысл. В стирке скрытых смыслов в общем много. Лучше делать все без фанатизма. Белое отдельно от цветного? Так недалеко и до расизма. Вот в армию призвали и меня. Плевать на плоскостопие сердца. Сам военком, обняв, сказал: фигня, не трель, сынок, ты будешь там за немцев. Жизнь пред глазами. Жизнь промелькнула пред глазами. Футбол, рыбалка, то да сё. Прощаюсь мысленно с друзьями. Вальс Мендельсона. Кольца. Все. Спасибо, Володь. Просто чтобы закончить, скажу, что журнал и Союз писателей, вот представители, которые вы видели, мне было очень трудно выбрать, кого сегодня привести с собой, но имейте в виду, что если вы в библиотеке захотите кого-то пригласить, какой-то вечер устроить творческий, у нас много в загашнике действительно ярких, интересных, хороших людей, которые с готовностью едут, в общем-то, везде, куда их позовут. Как вампира, главное пригласить. Вот. Спасибо вам с праздником, с весной. Всего самого доброго. Светлана Александровна, спасибо за гостей. Владимир сейчас такой костер разжег. Нас как бы не выгнали, как бардов из гостиницы. Игорь Александрович, вы не первый раз у нас в гостях, но сегодня без читательского формуляра заполненного мы вас точно не выпустим. Вы на всю республику сидите, нас выступаете, говорите, что вы не наш читатель. Мы тут рассказываем про методы, как всех охватить, как, значит, всех записать, да? А такой именитый писатель еще не наш читатель, тем более с такими идеями. В общем, прямиком сейчас на абонемент.
паспортные данные не обязательно. И вот все, что прочитал Владимир, доступно для наших читателей. Обязательно подойдите к выставке «Бельские просторы». Вот в таком озвученном виде они доходят до наших читателей. Все, что напечатано в печатном виде, все есть. И на самой последней полочке это брайлевская книга, да, Светланы Чураевой. Да, то есть все, что новое. Мы ежегодно проводим на все 3 филиала и на наших читателей, для наших читателей собрания. И самая первая заявка, вопрос – это всегда новая литература, новая литература. И я говорю, ну с этим запросом, пожалуйста, в Союз писателей. Вот спасибо русскому отделению, так скажем, да, Бельским просторам, что у нас всегда есть что почитать. Ну и сейчас, дорогие коллеги, последнее выступление. У вас в папках есть прайс-лист наш. Но хотелось бы сделать коротенький обзор изданий. Перед вами сейчас выступит наша библиограф Альбина Менгелимовна Бабенко. И потом круглый стол, готовьте вопросы. Я, конечно, понимаю, что вы очень устали, но я очень коротко постараюсь рассказать о тех указателях, которые мы издали в последние несколько лет в инновационно-методическом отделе. Они вам помогут сориентироваться с теми документами, которые имеются у нас в фонде, и это позволит вам уже как бы целенаправленно заказать книги по МБА для того, чтобы ваши незрячие читатели могли их уже прочитать, уже взять их на время с нашего фонда. Вот тема. Первый указатель. Этот указатель вы получили вместе с раздаточным материалом. Он включает в себя сведения о 149 книгах классиков национальной литературы и современных писателей, живущих на территории России и также в бывших республиках СССР и СНГ. Все книги, которые включены в наш указатель, изданы в специальных форматах, то есть шрифтом Брайля или в звуковом варианте. Вы можете с ними ознакомиться и, соответственно, попросить для своих читателей взять в нашем фонде на время и почитать. Следующий указатель. Этот указатель мы объединили, в нем мы объединили книги, художественные книги, которые имеются в фонде нашей библиотеки, которые изданы в специальных форматах. Это художественные книги башкирских писателей и поэтов, которые ежегодно участвуют в различных литературных конкурсах и побеждают. Вот в наш этот указатель включили именно победителей этих конкурсов. И здесь вы найдете всю информацию о них. Эти книги, как я уже говорю, изданы в специальных форматах, как по Брайлю, так и в электронном варианте. Также и на дискетах, на дисках и на флеш-картах. Следующий указатель, это их несколько. Они посвящены у нас фильмам. В данном указателе, который называется «Смотри на меня как на равного», вы найдете информацию о фильмах, героями которых являются инвалиды или люди с ограниченными возможностями здоровья. Здесь подобраны фильмы как советских, так и российских режиссеров, где главными героями являются именно инвалиды. В них вы найдете яркие образы людей, которые смогли победить свой недуг, найти какое-то интересное хобби, реализовать себя в творчестве. Эта подборка, в этой подборке также есть краткая информация о
раскрывающие содержание каждого фильма, сведения о режиссере, фамилия авторов, вернее, актеров, которые участвовали в данном фильме. Следующий указатель – доступное кино. Этот указатель художественных фильмов с тифлокомментариями. Тифлокомментарии к ним готовили, кроме нашей библиотеки, еще и многие специальные библиотеки этим занимаются, как вы уже знаете, и также другие благотворительные или различные организации социальные, которые готовят эти фильмы. В указатель включены 93 фильма. Они в указателе разделены по жанрам: детективы, комедии, фантастика. И есть справочный аппарат, который также позволяет вам хорошо ориентироваться в этом указателе. Следующий указатель – кино без границ. Здесь же мы постарались объединить в одном указателе фильмы, которые создавались нашими местными кинорежиссерами, именно работающими в киностудии Башкортостана. Здесь 13 фильмов. Я хочу сказать, что мы готовили этот указатель еще в 2018 году, фильмов сейчас стало больше, но в этом указателе их всего 13. Они разделены на две группы: художественные игровые фильмы и мультипликационные фильмы. Также есть вспомогательный указатель, который также помогает вам ориентироваться, сведения о режиссерах, актерах, играющих в данных фильмах. Но особое внимание мне хотелось бы обратить ваше внимание на указатель, который мы готовили к году экологии. Особенность его в том, что мы его готовили в двух вариантах. Один вариант на бумажном носителе, а другой на CD-диске. Чем интересен этот указатель? Тем, что он знакомит с публикациями и книгами, посвященными нашим уникальным достопримечательностям, национальным паркам, природным заповедникам, башкирским здравницам, а также документами, которые освещают экологическую ситуацию в республике, и также политику как российского правительства, так и республиканского по защите окружающей среды. Наш указатель, который мы издаем на CD-диске, выглядит вот так. Следующий слайд, пожалуйста. Я более подробно расскажу о нем, потому что этот указатель, с ним работать может любой человек, даже незрячий. Мы специально сделали такие, так скажем, использовали такие методы, которые позволяют самостоятельно незрячему или слабовидящему познакомиться с содержанием данного указателя. CD-диск. Вот так он выглядит, когда вы загружаете этот диск на компьютер. Здесь есть различные интерактивные странички. Например, есть пользователю, если вы его откроете, вы здесь найдете инструкцию по использованию данного указателя. Для тех, кто самостоятельно хочет ознакомиться, это для незрячих и слабовидящих, рекомендуется использовать специальную программу, которая называется JAWS, и также использовать JAWS-курсор. Для незрячих здесь предложены полнотекстовые, вернее, для слабовидящих представлены полнотекстовые укрепленные шрифты публикаций и звуковые варианты данных публикаций. Большую часть этих публикаций мы взяли из журнала «Ватандаш». Сам журнал, вернее, указатель состоит из 7 разделов. Вот. Если начать просмотр, посмотрите. Если вы видите здесь в это введение и 7 отдельных разделов. Вот как выглядит раздел введения. Здесь, как я вам уже сказала, 2 варианта. То есть крупным шрифтом текст, который любой может прочитать сам, или нажав на клавишу, которая в верхнем правом углу, обозначающий звук, прослушать содержание данной, вернее, странички. Вот, пожалуйста, прослушайте.
Милая моя земля, реки сладкие, поля, березняк и чернота, в небо вздыбленный Урал. Я одну мечту таю, родину воспеть мою. И дальше весь текст идет уже до конца. Ну, для примера откроем еще один раздел, например, «Заповедники Башкортостана». Вот здесь сам раздел и подразделы. Все подразделы интерактивные. То есть любой желающий заходит, например, открываем любой какой-то страничку данного подраздела. Вот выглядит так раздел. То есть текстовая информация по теме. И дальше так как фотоматериал с фотографиями данной достопримечательности. Следующая страница. Вот указатели включены как книги, так и статьи из различных источников. Вот если мы откроем следующую страничку, раздел «Охрана окружающей среды», посмотрите, пролистываем, смотрим. Вот любой источник, любой документ имеется краткая библиографическая информация и краткая аннотация, раскрывающая содержание данной книги. Вот спустимся вниз и опять обращаем внимание на такую особенность этого указателя нашего, тем, что есть интерактивные, видите, библиографические записи. Если мы кликаем на конкретный вот этот вот выделенный, мы получаем крупный вариант текста данного указателя, и при желании вы также, нажав на клавишу «Звук», можете прослушать. Природное наследие Башкортостана. В Башкортостане насчитывается... Так, вот как пример показываю. И дальше один из разделов, который называется «Для тех, кто читает руками». Здесь представлены книги из фонда нашей библиотеки. Весь список для незрячих и слабовидящих озвучен. И последний раздел нашего указателя – это интернет-ресурсы. Здесь вы дополнительно найдете всю информацию по теме. Желающие могут, они интерактивные, эти странички, сразу же прямо из указателя выйти в интернет, при наличии, конечно, его у вас в библиотеке, сразу же найти интересные странички по теме нашего указателя. Это все. Спасибо за внимание. Заказывайте эти указатели, они у нас продаются, они есть у нас в прайс-листах, поэтому вот они вам помогут сориентироваться с тем, что у нас есть в фонде. Спасибо большое. Спасибо, Альбина Менделимовна. Ключевое слово, они у нас продаются, да? Ну, мы все сейчас помешаны на платных услугах. К слову, вот у нас план 600 тысяч мы должны в этом году выполнить. Поэтому просим понять и простить. Но как метод работы, да, вот эти вот все библиографические указатели, они у нас идут на всероссийские конкурсы, мы всегда занимаем призовые места. Ну и, конечно же, большим спросом они пользуются у наших учащихся, студентов, нашей категории пользователей. Ребят, ну, наконец, ключевой момент. Круглый стол. У кого какие вопросы остались по вот теме сегодняшнего семинара, что вам показалось не раскрыто? Все довольные, все удовлетворенные, мы тоже. Сейчас при выходе здесь же в отделе организации досуга сертификаты получите каждый. Это очень важно в ваши личные дела, это очень важно для аттестации, ну и вообще перед вашими руководителями. Всем спасибо, до свидания.